Дубль 2. В связи с техническими неполадками мы заново запускаем эфир для того, чтобы вы сегодня познакомились с замечательным человеком, моим гостем Айбеком Аликуловым. Он ранее дважды был участником моей авторской программы про сознание, формат которого – это беседовать на тему сознания, разума, ума и души и духа. И сегодняшняя наша тема, она таки называется «Ум, разум, сознание». Айбек сам известен как юрист, принимал участие в разработке законопроектов. Он настолько многосторонний, исследует вопросы происхождения мира, вопросы зарождения жизни на нашей планете. У него есть альтернативный взгляд, которым он также поделился ранее в эфире. И в прямом эфире КТРК, тогда на канале Маданият Тарыхтиль. И вот сегодня мы хотели бы продолжить беседу. Ура! Айвек, приветствую. Наконец-то. Получилось все-таки. Как дела? Как Не жизнь? пользовался, да. Хорошо, спасибо. Рада тебя Ра- всегда видеть, слышать, что нового происходит. Ты входишь в категорию таких людей, с которыми никогда не можешь наговориться. Мы всегда продолжаем там, где мы останавливаемся. Буквально вчера разговаривали, то, что очень много в жизни происходит, меняется не только у нас, в жизни людей, бешеные скорости. Как удержать равновесие? Удержать равновесие – это то, что не получится у многих. Те, кто удержали равновесие, они там на высоте находятся. Есть куда Э, стремиться? Нет, вот именно удержаться не получится, говорю. Сейчас качели очень сильные там идут в разных сферах. Мгм. В сфере науки, знаний, там, духовности, экономики, во всех сферах деятельности человека сейчас идет великое сжатие и качели, серьезное. Мгм. Прежде чем качать тот или иной отрасль, естественно, дается месяц же, кто прочитал, кто понял, тот спасся. Там. Или как вот, к примеру, чтобы бомбить определенный участок, там они предупреждают, уходите, мы будем бомбить. Люди не уходят и остаются под бомбежками. Это вот игра открыто ведется, не как раньше. Мгм. Если так, вкратце и жестко, как оно и есть Я сказать. всегда ценю правду. И давай мы сегодняшнюю тему нашу озвучим. Ум, разум, сознание. Что является основным драйвером? Что является неким источником, поиском нашей жизни? Да, что нас отличает? Вроде мы все одинаковые люди, одной расе принадлежим биологической. Правда, немного отличаемся по цвету кожи, а так мы все одинаковые. Что нас отличает? Отпечаток пальца, сетчатка глаз, именно наши нейроны мозга. То есть внешне вроде как одинаково, но они настолько разветвленные, и чем они шире и разветвленнее, тем человек интереснее для себя, для других и для мира. Давай об этом поговорим. Я думаю, люди отличают ценности. У кого какие ценности. И по определению ценности человек собирается в определенную кучу толпу и далее за этой ценностью стремится. Но является ли эта ценность действительно нужной, который человек от этого получит ли что-либо, хотя бы энергию, вдохновение какую-нибудь, да? Или это просто пустое время трата, или это обманутый кем-то в обществе, вот такое. Объединяет людей, кроме ценности, только ценность. Согласна. Вот так. Вот, например, духовные люди, скажем, вот определенный уровень прошедшие люди, они без слов друг друга понимают, они между собой улыбаются, там, знакомятся. А если человек не интересуется своими ценностями, как бы не этим даже беседовать. Так как бы. И вот эти ценности делят. Вот Трамп что сказал? Главное Америка. И начал свое делать. Так как бы. Э, Там что происходит? Правда, политику не хочется влезть там. Ну, это сейчас открытая фирма, да, что можно привести в пример. Как бы они сами это не скрывают, и как бы в этом нету ничего страшного. И то, что мы видим сейчас, что происходит сейчас, сила определяет власть, и ценность, она как бы мы настолько открыто видим, что ни одна внушенная, привязанная нам, запрограммированные заранее вот эти ценности оказались все исключительно лживыми.
Да, они подняли людские сознания на определенный уровень, но они привели к ловушке человечества массы. Например, вот 10-13 годы, ну, 10-е годы, возьмем там сила притяжения, там визуализация, вот пошла вся в сфере психологии, начали выбрасывать в интернет-пространство всякие, ну, в те времена еще были диски, с кассеты на диски только переходили. Вот. И мы с такими этими же, там, когда вот эти книги вышли, Луи Вилма, Луиза Хей, там, Уолш, вот эти, вот, мы когда читали, мы были шокированы, о, действительно, потому что это находило отклик в нас. Мы, внутренний голос говорил, да, это может быть. Есть диалог, внутренний диалог, который да, нет, вот, определяет, это наше сознание, как бы, связано с умом, да. И мы многое взяли, а потом нам дали намерение, там, сила намерения, уже более, притяжение более, так это стало. Потом визуализации всякие начались. И когда, вот это, приведем пример с экономики, дадим всем поровну по $1 000 000 вот, на сегодня. Цена же доллара упадет, она же не нужна станет. Вот точно так же человечество, да, поднялось на определенный уровень, и то те, которые ищут, и то, которые от этого делают деньги, да, вот это возьмем, самый низкий слой, который стремится. Вот они хоть что-то, хоть как-то наверх поднялись, но оказались позади все равно. И также сегодня происходит подобные действия. Все те, кто хотят заработать в сфере психологии, духовности, они окажутся очень таким духовной нищете, банкротстве. А те, кто пытается духовно обогатить человека для окружающей среды, чтобы у него или у нее получалось, как бы, это уже не психология, это уже поднимать человеческий уровень, потенциал, возможности. Это, когда над такими людьми работаешь, это как школа, как институт, скажем, то тогда уже взимать оплату за свой труд можно, да, потому что ты его тяжелую энергию просто сжигаешь. Человеком делишься своим светом, как бы. Вот. Сфера объединения, вот именно духовный путь, скажем, всего лишь возьмем ислам, христианство, популярные религии, иудаизм, ну сколько сект разделены? Все последователи определенных учителей, там, определенных движений, там, учений. Но в корне их объединяет что? Если докопаться, человек расширенный может как там, не то что секты между собой объединять, там, они все авраамские религии, получается, ислам, христианство, буддизм, то есть иудаизм. И базовый этот, если посмотреть, как Иисус обращался к Богу, как мусульмане, это Магомед, как Авраам, получится Эллах. Докопаться, то все едино. Чтобы объединиться, надо копаться. Надо искать истоки, надо возвращаться к себе. Путь к себе нужно. И только тогда, когда мы себя поймем, себя узнаем, и вот только тогда мы начнем познавать природу. Мы же до природы не дошли. Тот часть, которая в нас хочет развиваться, мы должны четко осознавать, это всего лишь ум пытается. Не всегда это сознание, не всегда это подсознание, осознанное это. Это большинство просто реклама вот так. Просто, так скажем, в Кыргызстане, например, когда я был маленьким, когда мы в мечеть ходили, то есть я когда ходил, у меня с детства бжик был, я уходил в мечеть, там, 5-6 лет уже, там, любил там быть. Там никого не было раньше, сейчас людей много стало. Вот, когда мы ходили туда, там никого не было, и еле-еле как-то аулы, в ауле, там, в городах, какие-то старые книги, имеющие старики приходили и там читали проповеди, рассказывали всякие истории. К чему я это говорю? Вот тогда, когда вот резко начал популярным становиться ислам в Кыргызстане, по моим наблюдениям, не все такие, но большинство. Это называется в исламе вообще лицемерие, как бы. Люди начали принимать ислам, приходить в мечеть чисто для того, чтобы встретиться с теми или иными людьми, которые находятся в исламе. Понимаете?
или тот или иной круг авторитет находится в исламе. Вот так ислам была сильно рекламирована. Но сейчас истинные знания начали понимать. До этого дня мы же помним, какие вот эти вот прям стычки агрессивные, прям такие фанатические, такие жесткие пошли. Даже некоторые количество людей, у нас даже воюющие страны ушли, Мгм. ну, завербовались. А вот ушли бы они, завербовались ли они, если бы у них было знание. Знание, которое управляет умом, управляется. Если бы они знания получали бы, если бы у них ум более широкий был бы, то, естественно, сознание было бы более открыто, и осознающая часть давала бы более э, прагматичные, более критические, возвращал бы через мысль уму, да, как бы. Естественно, мы должны сливаться постоянно у себя в сознании, поэтому оно и называется мысль. Мы сливаемся. Бог же говорит в своем одном то ли Библии читал, то ли в Коране, не помню. Бог говорит, мы слышим то, что вам нашептывают ваши души. Представляете, значит, нас окружают очень многие сущности, души, которые нам все внушают, и мы на автопилоте делаем какие-то внушения, материально мы тратим на это энергию, да? Но мы даже там не можем определить, кто из них это я. Вот вопрос задающий, принимающий, поддакивающий, игнорирующий, кто это в сознании, который сидит, да? И вот ученые начали, изучая, прошли до мозга и застряли там нейроны, там слияние и так далее, и так далее. Это очень такая большая тема. Э, Почему она так сейчас развивается бурно с разных сторон? Потому что терминология не определена. Под одним словом, как бы не все понимают Да, то, да, да. что говорит второй, да, как бы. Поэтому, как мы вчера беседовали, давайте сперва дадим определение к тем словам, которые мы хотим разжевать на том уровне, на котором мы сейчас сами являемся, сами смогли понять, да, как бы, может, еще кто-нибудь дополнит нас. Вот, и именно ум, сознание, еще что сказали? Ум, сознание, Разум. Ум, разум, разум. сознание. Ум, разум, сознание. Ум это, вот, как вчера говорил, это по мне, его много обвиняют именно в сфере души, много обвиняют ума, его сделали каким-то вот этим дьяволом, который прям за руку таскает и заставляет людей что-либо Да, да, делать да. против себя. На самом деле я с этим не согласен. Из ума сделали такого вот ужастика. Это деятельность именно индийской философии, индуизм. Вот там оно берет свое негативное, как бы отрицательное этот. а, у них как бы карма есть в вере там, и они ум так определяют, потому что если глобально взять их мировоззрение, философию, то мы могли бы это понять и принять в том формате. Но наша Средняя Азия, вот, Россия, вот, ну, вся другая философия, мы ум не воспринимаем так. А, Потом современная психология вышла, нам начала его назвать эго. И мы научились говорить, это ум, это эго, это не я. Нет, это большой обман. На самом деле и эго, и ум, это и есть мы. И они великие учителя. Благодаря им мы ищем при первом вдохе грудное молоко, материнский грудь. Именно благодаря уму мы научились как бы свое защищать. Именно благодаря уму мы сегодня вот развиваемся. Даже ум дает путь направления. Духовно ты будешь развиваться или экономически, финансово. И в конце концов, что ты заберешь из этого мира и хочешь ли что-либо забрать. То есть все здесь происходит. Это все ум. То есть в этом случае, расшифровывая именно с такой позиции, можно сказать даже сам дьявол– это великий учитель. Представляете? Он же не тащит нас за руку и заставляет нас делать определенные дела. Мы, ум внушает, нашептал вот это, шептал, шепчет нам,
мы это принимаем, а потом хотим это сделать, и только в этом случае подключается назовем эго, ум, дьявол, шайтан, иблис, начинает помогать. Опа, хорошо, ты мой продукт, давай. И, естественно, тот или иной случай мы проходим, мы что-то делаем, потом через определенное время, оглядываясь назад, сознание-то не отпустило нас, если есть какая-то малая часть совести, сознания, пробужденная, духовная часть человека есть, она все равно будет как маленькая мышь в сердце, прям кусаться будет, прям она не будет отпускать. И все равно, пройдя хоть определенное время, мы это пережевываем, переживаем заново и заново. Даже если мы кому-то сделали плохо, этот человек забыл об этом, но мы переживаем это заново и заново, снова и снова. Этого невозможно избежать. Вот поэтому йоги говорят, заткни свой ум, а не получится. Представляете? Даже у индуистов такая притча есть, где один из это Дайкана, на русском это земледелие, да? Земледелец приходит к мастеру и говорит, помоги мне медитировать, пожалуйста. И он говорит, быстро и самой короткой, быстрой медитации научи, пожалуйста. И он говорит, хорошо, я тебя научу. Только при процессе медитации ты не думай об обезьянах, которые сидят в твоей кукурузе. И человек приходит домой и так медитирует, не получается, шум, обезьяна как будто ходит. Может, это пройдет, может, это то, думает, потом прибегает к мастеру определенное время, пройдя в определенное время, говорит, мастер, блин, забери свою медитацию вместе со своими обезьянами. Вот точно так же вот, индийская философия для нас это мир ощущения. Я не люблю себя обманывать, я люблю, когда меня обманывают. Давай ты обмани, внушай, я буду это ощущать и представлять. Рад обманываться. Да, вот. Там временно просто не отключает, а направляет ум. Через дыхание направляет ум. Человек что? Человек всего лишь биология, химия, физика всего лишь. Быстро поменял ритм дыхания, ты уже меняешь свое это давление, психику, сердцебиение, мозг, и все пошло. Всего лишь одним дыханием ты можешь как бы изменить свою психику. То есть является ли она стабильным? Вот операцию заходим, наркоз получаем, мы не помним, как нас резали, как нас ковырялись. Где этот ум, где эта осознающая часть? То есть машины отключили, все, их нету. Как бы мы тут громко о них не философствовали, получается, да? Вот таким этим образом, что я хочу сказать, ум, даже вот когда мы спим, сон смотрим, как только подключается ум, мы пробуждаемся от этого сна. Согласна? Ум уже начинает даже в сон вмешиваться, так делать, то это автопилот, прям летишь, может быть, там еще что-то может, а потом он подключается, стой, давай так попробуем, и все, это конец сна. Вот точно так же и в жизни она так, судьба. Вот когда мы начинаем судьбой играть, туда делать, это делать, якобы осознанно сами что-то менять, вот тогда в определенном моменте судьба говорит, давай, вставай, активизируйся. На определенный момент судьба говорит, давай быстро принимай решение. А в конкретных случаях судьба говорит, не путайся под ногами своей собственной судьбы. Мы ведем эту жизнь, да, как бы. И вот в таких моментах основная часть человека — принятие. Чтобы прийти к себе, надо сперва принять окружающую среду, свое состояние души. Может быть, это будет тяжело, там, потому что ум же бунтует. И тут надо найти ключ к вдохновению, выдоху, главное. И к этому придет только благодарность. Осознавать того, что ты имеешь, и благодарить за это, и знать, именно знание, знать, что все, что есть, это неподвижно, ничего не бывает, там, все приходящее, уходящее. Когда человек освободится от этого, вот Соломон, у него на кольце было написано, где было написано, и эти дни пройдут. То есть и радость, и горе, печаль, и богатство, и бедность, нищета, и боль, здоровье, все проходит. Мы начинаем умирать с самого рождения.
И вот когда мы осознаем смерть, индуизм часто сталкивается, у них говорится: умри, йог, умри, до того, как настигнет смерть. Вот такое вот у них выражение есть. Надо освободиться быстрее, до того, как тебя отключат, освободят. Нас все равно освободят, все Рано равно отключат. или поздно. И да, факт жизни, единственный факт жизни — это смерть. В буддизме Но есть такая притча, помнишь? Я родился, поздравляю, это к смерти. Вот часто можно встретить. Типа, особо да, не радуйся. Да? точно так, да. Также в буддизме говорится: конец начала, начало нового. Это касается нашего фрактального мира и нашей души также. Все как бы, если вот взять буддизм, вчера вы хорошо подчеркнули, что буддизм это есть тимирянство, то есть оставшееся тимирянство. Я сказал бы, сохранившееся пока детальная часть Совершенное. тимирянства. Да. Ну да, вот. Но, к сожалению, сегодня никто не имеет права говорить, что он является тренерчи, потому что это надо принимать тот факт, что это утраченное знание. Есть по чуть-чуть кому-то через сон или через внушение открываются определенные части знаний, слияния с природой. Это неизбежно, это произойдет с каждым, кто, конечно, открыт к пространству. Изначальный ум — это изначальная вибрация знаний, это исходит от самой Земли. Самой Земле происходит, и оно приводит к защите самой Земли и активации Земли. Мы дети Земли, мы как бы механическая деталь Земли. Мы должны работать на Землю. Оттуда идет работа, рабство, вот это вот служение. Это не кому-то так служить это делать, а служить по той мере, которым ты можешь делиться. Но тут надо вот здесь эго умно начинает работать. А почему тебе это не так делает? То есть зачем собой жертвуешь? Вот здесь ум работает. Вот здесь надо э, его побеждать. Это уже человеческая ценность. Вот мы можем объединяться, даже собаки объединяются. Вот, Австралия, если посмотрите, динго собаки объединяются между собой, и даже шакалы объединяются между собой, и даже волки объединяются между собой, даже лошади стаями живут, даже бараны стаями живут. То, что мы стаями живем, это не значит, что мы разумны, да, как бы. Есть человеческий уровень. Человеческий уровень, там уже ценность, интеллект, уже мораль, уже гуманность, вот эти отношения, чтобы не наступить друг на друга на ноги, как бы. А после этого это воспитание взаимоотношений. После этого только идет духовность, там уже это уже ну, практически это жертвенность, отдача. Но если это осознанно происходит, это уже любовь. Только осознание приводит к любви, божественной любви. Если нет божественной любви, это будет только истрата энергии. От этого человек будет только страдать, болеть. Как ранее мы обучили, вот ты кому-то плохое сделал, этот человек, может быть, забыл, а ты в себе держишь это, не уходит, и это приводит к определенным физическим болям, там, нервным расстройствам. Вот это и Психосоматика. психология. Да, вот это и пошла, да, как бы. А ты можешь, посмотрев на цветочек, там, обрадоваться или погрузить. Вот зимой видел цветочек ты грустишь, ой, жалко, что ты так поздно рассела. Это им слух чет, завтра замерзнешь, что как бы. А весной можно обрадоваться, о, у тебя все впереди, там, можешь свои плоды расти и так далее. В общем, да, в целом, если так взять, ум — это главный помощник в сфере развития человеческой души. Сознание — это тот, кто осознает то, что происходит, контролирует, дает возможность согласия. А подсознание это уже от Бога, это связано с самим душой, истинной сущностью. А знание бывает только от Бога, а сознание это от нас уже выходит. Знание, хозяин знания это Бог. Весь мир, вся механика, вся вот эти вот межпланетная, межпространственная, вот эти вот измерения, она все можно вычитать с помощью науки, потому что Бог все создавал строго по науке. Нету никаких особенных явлений чувств, особенных Магии. явлений.
магии, да, все подчиняется к точному закону. Просто из-за того, что мы не понимаем начало, конец не знаем, и середину смотрим, и вот так. Мгм. Даже вот вы представляли, как исследователь Земли, наука по сей день а, уверенно, утвердительно принял как теорию и обучает и учит к этому, что Земля это скопление небесных тел, всяких мусоров, камней, пыльца, вот эти вот, там масса, притягивая друг на другу себе маленькие массы тел, образовалась вот эта глыба Земля. Это прям настолько ошибочное мировоззрение, это вот сейчас мы доказываем это, дай бог. Земля это единое целое зерно, которое расцвела и наизнанку все листья расцвели, и изнутри вот эти много видных зерна, они созрели, раскрылись, и прям из земли мы все выросли, все, начиная от людей до последних микробов, бактерий. Вот так и говорится в священных книгах, а сейчас мы это состояние показать. Каждый желающий может сам увидеть, где, какие края листья, как расположены, как раскрылись. И небо, как оно раскрыто. Вот солнечное небо, звездное небо, когда ночью будут смотреть, люди будут видеть, как листья раскрылись этой галактики. Это вот представьте, как ладонь расплывается, вот точно такой же. И не просто так, а еще так расширяется. Каждый этот кончик это галактики. Вы представляете? Это настолько вот. И мы, естественно, после того, как это человечество придет к этому, для нас уже золото потеряет цену. И так далее. Ресурсы потеряют свои космические цены, потому что это будут люди знать и видеть, где сколько ресурсов лежат. На самом деле их так много. Это прям какая-то И параллельная реальность. да, что нефть, что золото, что титаномагнетит, это везде их очень много. Но также из-за политики, из-за вот эти, что происходит, у нас проблема. Вот, например, нефтяной кризис в Европе. Это же искусственно. Что в России некуда тратить нефть, что в Америке некуда тратить. Там Ирак целые, там поляна зажгли там нефти. Иран там. Понимаете, это мы люди. Вот здесь ценности объединяют. Разногласия, ценность противоречат, вот они не могут объединяться. Именно из-за интересов одного человека целые страны могут уничтожиться сегодня, к сожалению. Мы вот к маразматическому мировоззрению пришли. Помнишь, вчера ты рассказывала, когда мы символически приводили ум, разум, сознание, на что похоже? Вот у тебя была такая фраза о том, что это похоже на горящий факел. Разделяем, вот фундаментально вернемся к базе. Когда мы их разделяем, мы должны четко осознавать одно и то же. Одно мы разделяем на несколько, чтобы прийти и понять единство. Это тут также, это адвайта веданта, недвойственность, не два. И не один, и не два, и не один. Это знание времен Моисея. Это от него начинается это знание. Я есть Бог. То есть я, этот есть я, вот как бы я есть это. То есть на своем ангаре в ваше я увидел надпись круг, такой круг начерчен петровый, и в центре вот такой надпись. И мне было открыто, что эта надпись означает «я есть внутри всего, все есть внутри меня». М. И вся адвайта веданта вот как бы туда заходит. И точно так же, когда мы математически, когда начинаем все считать, надо осознавать, что zero, ноль, и все цифры находятся внутри ноля. Все цифры находятся внутри ноля. За ноль ни одна цифра не выйдет. Вот точно так же, когда мы понимаем и хотим понять свое состояние, ум, делим, да, ум, мы услышим, разум, сознание, хоть душу туда добавим, да, душа это носитель, вот это будет как горящий факел, это ум, который нам внушает, что это якобы враг, это масло. Чем больше ты капаешь, тем больше она горит. Но если ты увлечешься над свечением, ты можешь больше масла пролить, и факел просто сгорит. Вот здесь сознание, ум, вот именно действие ума контролирует разум. Еще много, не надо, там, хватит. А сам вот этот разум, это вот и есть держатель факела. А именно горящий свет, это именно знание. Чем ярче мы, тем больше знаний получаем. Естественно, расширяется мировоззрение. Вот мировоззрение очень надо расширять. Вот
Ограничение ума — это Дити Кришнамурти говорил, я вот вчера тоже цитировал, я именно вот это сказание люблю. Кризис ума — это настоящий кризис, это кризис ума. Вот когда происходит кризис? Когда ты дезинформирован или вообще не информирован, или вообще ты не увлекаешься знаниями, понимаете? Вот почему я защищаю вот этих торговцев знаниями. Потому что они так или иначе, они знания распространяют. Хоть их сейчас в последнее время очень много всяких психологов в России сажали, там это делали. И тем не менее, они подняли. Когда-то все смотрели, удивлялись. Да, действительно так. В каждом сердце находил отклик сказанные их слова. А сейчас смеются. Потому что сами уже прошли. Это людям свойственно. Сейчас что-то новое происходит, мы учимся. Многие на стороне учатся частично, осваивают и начинают этим пользоваться. А многие хотят знания в том же виде, передавая, получать за это определенную долю. А многие просто хотят оказаться на том уровне, который тащит людей с собой. Вот если был бы э, знание, если была бы знание, то мы могли бы общаться с самим Богом. Бог говорит, когда я создаю для вас проблему, чтобы вы пришли, вспомнили меня и пришли ко мне, почему вы ищете посредников? Это если голова начала болеть, если спина начала болеть, если еще там какая-то работа прекращается, там, естественный кризис, мировой кризис, представь, но он идет куда? Он идет к Мулле, давай, сделай самое конченое. Представляете? Хотя там говорится, нельзя продавать дешево эти божественные знания. А так, если там посмотреть, то что когда они цитируют эти священные тексты, они хотя бы перевели бы, что означают эти тексты, как это связано с его состоянием, так тоже было бы очень интересно. И так далее. Вот горящий факел, тот, кто его держит, у кого есть вообще факел, это пробужденная душа. Тот, кто имеет факел. Есть много факелов, которые не горят. Не у Это не всех имеющие внутренний души. огонь, не у всех горит, как Да, показывает практика. поэтому, когда вы с кем-то встречаетесь, вы прям заряжаетесь. Это со всеми, даже в одной семье такое происходит. Когда с кем-то встречаетесь, вы прям освещаетесь, прям озаряетесь, прям светом излучаете, а с кем-то встречаетесь, вам прям тяжко становится, тяжело становится, прям давка на душе. Вот это и называется энергетическая нищета, энергетический голод, энергетический вампиризм, энергетический щедрость. Это уже энергия более информационная, более там это более Пайпалам, там Акаш, вот это уже туда уходит человек. А если там ты нашел свой мир, то тут уже, знаете, человек начинает жить, как Елена Блаватская говорила, две жизни начинает вести, да, как бы уже, да, для биозомби общества, ну, пускай меня извинят общество, то, что я так Биозомби. отношусь, Мгм. да, но оно таким является, оно на много лет отстало от человечества, от своего собственного развития. Я никого не буду сравнивать, а своего собственного развития человечество отстает на 500 лет, как бы. И основной виной этому это войны, которые убивают неродившиеся таланты через генетические коды, они должны были родиться, их уничтожают, они уже и родившись уничтожаются. Вот. А так, счастье, несчастье, ощущения, там все также мы сами определяем. Человеку свойственно быть... Если человек хочет, вот так же разум, давай будем сегодня счастливыми. Посмотрел там счастливый фильм, или с друзьями встретился, улыбается. А если человек внутри, на подсознании, в глубине души, он страдает, в обществе друзей и в фильме там все равно найдет момент грусти и будет грустить. Как минимум будет режиссера критиковать. С тобой можно сидеть часами обсуждать, и вообще, да, как бы время как будто пролетает. Давай мы немного структурируемся, потому что мне, например, хочется с тобой еще поговорить о твоем труде «Киис Китеби». Это очень интересно. Это некое... Когда человек пишет книгу, видите, сейчас очень многие используют искусственный интеллект, сейчас прибегает к внешним каким-то, кому-то заказывает, да, это тоже уже маркетинг. Но когда человек какой-то период своей жизни осознанно хочет написать книгу, это же
получается это говорит о том, что ему есть чем поделиться. У него есть какой-то результат, какой-то плод, объект труда, который он хочет Да. дать людям. То есть и состояние не дефицита, как ты объяснил выше, а и состояние уже насыщенности. Вот расскажи нам о книге. А книги, ну, книга, она была частично напечатана и получена патент еще 4 года назад в Кыргыз-патенте. Патент получил. Как оно, это, материально состоящее, сейчас я рассказываю. И сегодня она в Чехии, институт там работает над этой книгой. Я им все материалы дал, систематизацию объяснил. И там несколько профессоров работают над этой книгой. Вот уже в ближайшее время они должны мне предоставить определенную кость этой книги. Книга, она Алантану, космология, как бы называется, скорее всего, это пока рабочее название, но это киргизский текст. Я хочу показать человечеству, в первую очередь, к своей родине, своим родным современникам, которые смеются над нашей культурой. В первую очередь им это посвящается. Есть на сегодня это слово умер. Киевский практически не использует наше поколение практически. Это я начал 10 лет в процессе 10 лет вот так киевский всякое писать, там Facebook это делать. И есть такие моменты, мы его привязываем так. Если что-то произошло, если в ком-то, чем-то сомневаясь или сказанном, они говорят, айтыл кескитевили нокудуланы, был нәрсени, да, там, типа, в каком войлочной книге ты это прочел, там, это не были, да, как бы, это, извините. На самом деле, ГИС, это нас связывает. Ну, ГИС это потому, что мы кочевники. И ГИС это как бы материал от животных. Войлок. И туда у нас одежда, головной убор, одежда, там, орудие труда даже используется, там, от ног до головы. Дома украшаем гизами. Это гиз, чтобы тепло было, во-первых, а во-вторых, что туда наносилось в виде узора. В виде узора во всех гизах была нанесена именно матрица космоса. Матрица Земли, космоса, неба, всего, что есть на самом деле. Нашими предками, да? Да, да, я часто задумываюсь и удивляюсь, какие они великие были, чтобы это понять, принять не самые вот детальные, основную матрицу. Вот несколько мерные, это даже не трехмерные. Ученые скоро это, ну, когда бум, пиар пойдут, всякие начнут писать свои диссертации, вот тогда скажут через вот это знание, они скажут, что это знание не из нашего измерения, не из нашего измерения. То есть Мы это наши узоры не из нашего измерения. не из нашего измерения, которые в Отличаются. нашем трехмерном измерении было напечатано на двухмерном измерении. А, На двухмерное измерение находятся наши рисунки, которые мы должны представить трехмерно и вообразить его в ином измерении, в пространстве. Вот только Классно. тогда наше сознание пробуждается, и мы начинаем видеть. То есть уже можно на трехмерных 3D-компьютерах распечатать наши узоры и считывать его с другой стороны, с другого ракурса. Да. Да, Классно. да, да, да. Да. Можно вот так и сделать, почему и что и есть в списке, как бы через помощью искусственного интеллекта и так далее. Пока только развивается эта сфера, там так с помощью художников можно. Ну, я так и эти сделал, начертил, что человек может так. Тяжело вначале будет, но желаешь увидеть своими собственными глазами, А как, что Земля, что а как ты это космос. понял? А как ты это понял, что наши кыргызские узоры это больше, чем узоры, да? Это некое послание, некая какая-то математическая вселенная. Насколько были разумны наши предки, которые зашифровали послание в наших узорах? Интересно. Тут надо сразу отметить, что не только наши узоры, тут славяно-арийские, индийские, буддийские, во всех культурах. Честно, в всех культурах, древних культурах я эти подобные узоры встретил. В храмах, ашрамах это чертили. Вот индуизме, цветок жизни, например. Посмотрите, там
прям лотос сверху открывается и круги. Вот это тоже так же, вот наш узор уже в трехмерном формате уже. Если приглядеться, посмотреть, можно увидеть. Христианство там. э, Смотрите, ранние, не сегодняшние, которые делались, а ранние кресты все на краях имеют наши узоры. Во всех тех церквях, храмах, часовнях, где я побывал, я стараюсь каждый день хотя бы какой-то сходить в Европу, по всей Европе катаюсь, где останавливаюсь, я хоть 8-15 километров пешком или троллей стараюсь там узоры посмотреть. Тут по всей Европе эти узоры прям существуют. Прям Италия, прям наши узоры прям на стене. Кстати, в 1895 году была напечатана книга, она у меня в книге, я попытаюсь это, хорошо, что я вспомнил, попытаюсь это указать, как наши узоры прямо внизу, я могу фотку вам Давай. отправить, и как это трехмерно выглядит Классно. сверху. Тоже То есть мы тема видим очень откликается. узор, Мгм. да, мы видим узор, а вот этот узор, если представить сверху, это раскрывшийся цветок. Мы видим прорезь боковую часть. И эта часть, она идет в бок, раскрывается. Ну, это потом в книге это. Вот подобные рассказы древние наши предки оставляли в разных культурах на той форме, на которой они имели предметы. Там кто-то в храмах, кто-то орудие труда, кто-то там в узорах, как у нас, в войлочных узорах. Но это всех объединяет. Это, для меня это объединяющий фактор человечества, э, что объединяет нас, что мы в своем эволюционном пути развития сегодня со всеми своими робототехниками, космическими кораблями, мы не дошли до уровня миросознания, миропонимания, мирознания наших предков. Мы не дошли до уровня мировоззрения наших предков, до нас ушедших цивилизаций, так скажем. Вы представляете, какие они были? Насколько они были мудрые и знающие. Вот это надо осознавать. Нам кажется, что мы эволюционируем, там, развиваемся. Нам удобно говорить, что наши предки жили в каменном веке. Нет, на самом деле были гораздо лучше и больше цивилизации, построения, чем сегодня имеется. Вот элементарно, пирамиду возьмем. Сотни пирамид по всей Земле. Никто не может дать ответ. А вот если Хеопс, пирамида Хеопса, внутренние картины посмотрите, там все детали, форма раскрытия Земли нарисована. Только просто это не с чем сравнить. Как вы можете, находясь на Земле, нарисовать форму строения Земли? Мгм. Никак. Вот представьте, сейчас все мы будем уничтожены. Мы это осознаем, понимаем, как наши предки. Вот климатический кризис идет. Неизбежно все уничтожится. Там большие такие волны будет, землетрясения будут. Что надо построить? Каменные, не падающие небоскреб. Это пирамида единственное, что в голову придет. Который не упадет, который хоть как-то сохранится. И Да. внутри начертить свои достижения знаний. Это как в космос мы золотой диск отправляемся же, или же круги на полях, которые рисуются по сей Мгм. день, с 70-е годы. Вот эти круги на полях, большинство из них имеют именно вот форму матрицы строения. Наши узоры можно там увидеть в трехмерном измерении. Как будто бы высечено лазером, идеально, если сверху смотреть. Мне вот ум часто говорит, это лазер. Наши же ученые там с космоса стреляют, да? Но факты, их первоначальное происхождение уходят не то что до спутника, пока еще мы велосипед не придумали, да, на те времена уходит. И я на пару роликов наткнулся, где появляются шаровые молнии, и они вращаются, и так плавно рисуются вот эти вот М. рисунки. И ученые там посмотрели, да, действительно, они сгибаются, но не ломаются а, и не умирают. И радиационный фон имеет там, где она сгибается. И такой легкий ожог. То есть Это какая-то лазеры, однозначно. коммуникация, пытаются Да, с да, нами да, да. вступить в связь. Или же вот эти просвещенные, которые находятся на высшем этапе, они создают, чтобы масса естественным путем развивалась.
Э, Мне не кажется, я даже уверен, что есть определенное количество людей, которые управляют над сознанием, над развитием, они конкретно влияют на развитие человеческого ума. И они дают нам порциями вот эти вот человеческие потенциалы, возможности всякие. И они нас предупреждают о грядущих войнах, катаклизмах, которые делаются искусственно. Искусственно. Потому что Вселенная, да, потому что в вселенском законе надо предупреждать, чтобы они смогли перед Богом оправдаться, они скажут, вот мы им фильм показывали, они посмотрели фильм, аплодировали, ушли. Потом это произошло в реальности. Ну, там был месседж. Вот месседж вот так передается. Через фильм, вот, на чем-то подумал, там, какой-то мысль пришел, ты хочешь этим с людьми поделиться, готовишься, и смотришь, там, какой-то фильм сняли, вот, пожалуйста, если ты сейчас свои мысли уже скажешь, тебе скажут, что такой-то фильм посмотрел, да? Вот А что так. делать? Ну, посмотрели фильм тот же «Вверх», да, «Не смотрите наверх». Это тоже такой аллегорический комедийный фильм, а по сути это же тоже в нем есть такое послание для всего человечества. Все фильмы «Аватара», тоже же об этом говорят, о грядущих Вот переменах. грядущие перемены, ну, помните, что в сегодняшней нынешней ситуации несколько лет назад обсуждали в Кыргызстане, да? Такое произойдет там. И медленный голод придет, как бы мы не пытались, там инфляция, дефолт неизбежно, вот это вот все неизбежно по-любому придет. И как к этому готовиться? Это уже на государственном уровне. Возвращаясь к той коммуникации нашего предыдущего поколения, цивилизации, да, можно сказать, мы сейчас себя считаем пиком, да, развитой цивилизации, искусственный интеллект у нас есть, там, звезды, космос изучаем, все такое. Но при этом мы на Земле не хозяева. Мы до сих пор не смогли, как в том фильме «Аватар», услышать свою мать, понять ее, разговаривать с ней на одном языке. Ты вот очень правильно сказал, что наша Великая Мать общается с нами в том числе через узоры, которые наши предки отразили и передали нам. Узор это как старая записка, М, как старая исчезающая со временем записка, потому что современные якобы искусствоведы и так далее, они испортили все узоры, и лишь бы симметрия была там, первоначальная матрица, она как бы теряется, в некоторых старых только узорах она осталась. Ну, что там, нашим художникам, лишь бы симметрия, лишь бы цветочка, еще пошло, там, перерисовали все. Поэтому, когда я написал публикацию, хватит там разные вот эти вот на колпаке всякие все рисовать, этого не детский альбом. Я был рад, очень многие вот эти вот чаверы мне написали, вот предложи тогда, какие узоры ты предлагаешь. да. Критикуй, Почему это предлагай. нельзя? Да, я не предложил, я просто объяснил, что значение и так далее, и так далее. И перестали многие рисовать. Поняли, приняли, перестали рисовать. Узор это определяет твое состояние и направляет тебя. Энергетическое поле, на энергетическое поле это узор, это решает, это много чего решает. Мгм. Испортив узор, мы можем испортить жизнь. Я прочитала здесь в Инстаграме недовольство наших местных кыргызстанских пользователей о том, что одна из российских дизайнеров использует наши узоры, выдавая их исключительно за свой продукт. Это незнание нашего народа. Это наш народ не вышел наружу из страны и не наблюдал другие иные культуры. Я же говорю, я эти узоры встречаю буквально каждый день в разных церквях, в разных храмах. Э, Говорю, еще раз повторяю, что русский, что немец, что француз, итальянец, нету разницы. Все имеют право претендовать, потому что все наши предки ранее были единым организмом, единой нацией. Раньше такая была понятие, единая, вся планета единому закону подчинялись. И они изображали единую матрицу, космическую вселенскую единую матрицу в разных формах, корень один в разных формах. Кто имеет дерево, вот славяне, ари, там в лесах живут, они на деревах рисовали разные. А, Мезоамерика, они также делали те же чертежи. Индия также может претендовать.
Потому что у них тоже подобный технология. Это матрица. Узоры наши, это наша матрица. К сожалению, мы это... Я обращался, не послушали. Если бы мы могли бы это запатентовать давным-давно. Но в патенте, на патенте есть моя запись, книга, где я говорю, национальный узор — это ключи и матрицы космического вселенного, который происходит, как там указано, до процесса, что произойдет. Ссылаясь на это, юридически можно запатентовать, но это будет за частным лицом запатентовано на мое имя. Но зачем это надо? Пускай развивается. Вот видите, когда ум вот так работает, почему всем там вот ли, а как-то ты же мог сделать, а там это делать. А мы не имеем права, пускай делают. Вот здесь ум, эго, вот это вот пробуждает. Мое должно быть, наше должно быть. А если бы этот человек не сделал бы, там это и не развивалось бы. Этот человек, который хочет себе отобрать, он даже не думал об этом. Вот ко мне многие собеседники говорили: Айбек, вот ты казахов защищаешь, они же все у нас отобрали. Этот говорит наш, этот говорит наш, этот говорит наш. Я говорю, надо благодарить казахов за это. Вот когда мы о культуре даже не думали, наши матеря хоть как-то что-то делали, сохраняли, государству, когда десятилетиями некогда было думать об этом, казахи это из-за жадности хотя бы сохранили. Представляете? Но это надо благодарить. Наши братья-соседи сохранили. Главное оттуда брать знания. Вот даже вот священные книги. Неважно, какая религия. Если есть что тебе искать, надо искать везде. В Библии, в Коране, Талмуде, там, даже хоть в сатанизме тоже можно найти. Пускай сатанисты не радуются, но можно найти знания, потому что если так посмотреть, что пророка Мухаммеда, что Моисея, что всех обучал сатана, дьявол приходил и объяснял, как он будет конкретно как действовать, чтобы вывести человека из рельса проложенного пути там. Вот так. Это знание обхватывает все древние культуру, этнические узоры, артефакты, барельефы, всякие чертежи, наскальные рисунки, там очень-очень много. Прям даже мы не понимаем вот эти круги на полях, кто это делает, даже круги на полях идет нам на помощь. Природа сама придет на помощь и объясняет это. Это точка старта, это новое начало, новая эра будет, исключительно. Увидевший человек, он уже будет стараться это видеть. Это как, знаете, когда меня спросили, как ты к этому пришел, как это у тебя получилось вязать, я в процессе поиска пришел к этому. Не только у кыргызов нашел в узорах эти чертежи, во многих узорах. Пришел к этому, поэтому я не делю это. Когда только мне начали показывать, я сходил с ума. Меня даже родная мать, она на меня так смотрела. Сен Тахилесенби, так спрашивала. Ну, видите, там она мои друзья говорят, Айбек, это десятилетия займет, минимум 10 лет займет там. Вот у тебя это хорошо получается, делай это хорошо получается, делай это. Многие были предложения. Вот элементарно даже вот это еще те годы были, 2010 там, 2015-2014 годы. Когда я с Москвы только приехал, но я в Москве больше 5000 книг пролистал, именно психология, эзотерика, духовность, прям. Я думаю, сейчас приеду в Кыргызстан, хотя мне москвичи говорят, Айбек, зачем ты к своим юртам уходишь, оставайся здесь. Я говорю, там нету юртам, мама. Оставайся здесь, тебя там еще не поймут, и мы же тебе нормально платим и так далее. Но я думал, сейчас я приеду, расскажу, все поймут, примут, и все. Это будет прям космический бум в сознании человечества. Я пришел, начал говорить. Оказалось, мы немного отстаем, чуть-чуть, на 5-6 лет. 5-6? Ну, это Поэтому, хорошо. А то ты лучше сказал, мы на 500 лет отстаем. все человечество от своего собственного времени развития отстает минимум на 30-400 лет. А Кыргызстан, ну, вот посмотрите, то, что уже пройдено в Америке лет 20-30 назад, проходило в России лет 10 назад. Кыргызстан только проходит.
Всего Это свое так время. есть. Всему свое время. Не, это должно радовать. Но почему так происходит? Это иная сторона медали есть. Мы не нуждаемся в психологии, в духовности. У нас есть такой великий этот Макал Лакап. Макал Лакап и наши сказки, байки, наши кыргызские. Правда, сейчас многие не читают, но я очень много сказок читал на кыргызском детстве. Много у нас в семье было, и все мы друг другу читали перед сном. Бабушка заставляла. На самом деле там очень много воспитательных моментов. И вот вся психология, сила притяжения и намерения, это на это кыргызском. Оюңыңды ишиң болот. Дура, Все, дура. Че? все. Да, этим все сказано. Оюңды оңдосаң ишиң болот. Все. Вся сила притяжения. А все сферы деятельности, которые я прошел, это не мое оказалось. Я не умею над грусти, на печали, страдания людей делать деньги, понимаете. Но раньше ко мне приходили, находили даже с Афганистана, с Ташкента приезжали там, с Казахстана приезжали там, даже впереди людей, с кем я беседовал, даже сегодня у нас в министерстве, там можно увидеть там некоторых, с многими людьми я встречался, беседовал, многие большие деньги давали, очень большие деньги давали. А, Я прекратил этим заниматься, потому что когда ты человека духовно обогащаешь, и он стоит перед тобой, клянется, что будет служить духу, по крайней мере народу, и потом, после того, как вот из этой грязи прошел человек, и начинает продолжать свою деятельность, которая, с помощью чего он был приведен, смотришь, говоришь, нет. Я не хочу этого. Это хуже, чем освобождать преступника из тюрьмы. То есть человек свое наказание должен пройти сам, ощутить, осознать и пережить этот момент. Но у нас, к сожалению, некоторые люди меня разочаровали, и я вообще перестал людям так помогать психологически. Вот занимаюсь исключительно вот именно язык узору, вот, узоры, этнические узоры, наши узоры, киевский китеп, чтобы наш киевский китеп точно так же, как эпос Манас когда-то был сказкой для всех, большинство смеялись, мы сами друг над другом смеялись. Только сегодня это превратился в исторического персонажа, научного факта, да, как бы историю превращать. Точно так же я хочу китеп из вот этого вот смешной юмористические сказания вытащить и его сравнять наравне с священными книгами. Потому что с неба было дано 104 священных книг, из них мы помним 5-6 книг помним. Ну, Коран, Библия, Зора, Тустра там и так далее. Вот узоры, гискитеп это форма матрицы строения космоса, мироздания, всего, что есть, даже человека, от микробов до этого. Даже квантовый мир через узоры можно объяснить. Вот над этим работаю. Почему? Потому что это научит, это, это один раз увидеть вместо тысячи слов. Это вот люди увидят это. Я пришел к этому годами, там, через разные испытания, через сны показывали, там всякое очень тяжело было, а люди, они очень легко увидят. Откроют, сравнят и увидят. Как говорится, на три делятся люди. Есть те, кто видят, есть те, кто видят, когда им показывают, и есть те, кто не видит. Тут на три разделятся люди всего лишь и все. Ну, для того, чтобы понимать твой труд, необходимо всем знать сакральную геометрию и фрактальную геометрию? Или она написана на доступном языке, чтобы каждый мог увидеть эту емкость узоров наших? А, Знаете, в идеале будет хорошо, если человек ознакомлен с спирали Архимеда, там, фрактала, там, число пи, например. Математический все-таки Э, склад нужен, да? Точным наукам. Да, потому что Вселенная имеет четкий порядок. Четкий порядок, хоть какая-то, хоть чуть-чуть базовая, как бы, немного стороннее, базовое хотя бы мировоззрение, понимание должно быть. Но благо тому, кто вообще не имеет знаний,
они легко поймут, увидят, потому что у них нету здесь печати. Наукой, современной наукой поставленной печати нет. Они легко это просто видят. Я в Кыргызстане, когда это показывал, директор геологии, Института геологии в Бишкеке, там, посмотрел, я 30 лет отдал своей жизни в геологию. А ты, приведя пример, одну яблоку, описываешь всю строение Земли, это Айбек никто не будет принимать в мире науки. Запомни, да? Вот так и сказал он. Ну, это очень интересно, говорит. Пока гипотеза, пока. Но я надеюсь, она очень быстро найдет свое место в науке и станет научной теорией, фундаментальной теорией всего. Я думаю, это именно то, что искал Эйнштейн. Теория всего. Желаю тебе от души искренне, чтобы твои научные труды вышли в свет. Да. Ты уже говоришь, уже европейские профессора работают над твоими Да. трудами. Там многом говорят, что они скоро дадут заключение. И, к сожалению, действительно, в нашем собственном отечестве нет пророка, ну, есть определенное такое вот. Это даже не то, чтобы уничижение. Мне кажется, состояние нашей науки сегодня такое, да, поэтому я тоже сейчас учусь Ну, не в нашей стране. пускай закрытие не принимают, конечно, но если сам президент нашей научной академии сидит на Фейсбуке и разные байки, истории пишет там, ну, пора бы ему писать свои мемуары, да, как бы освободить более активно. Но видите, это политика. Наука тоже политика. А образование как хромает, вот смотрите, образование. Я Бодя, участвовал в ведении вот этого монасоведения, там нескольких там еще есть президентских, ну, он когда указывал монасы, чтобы 2 часа вводить в школьное образование. И я был поражен, удивлен, неприятно так, что обучают, насколько загружены наши школьники, и насколько ненужный предмет изучают. Это изнашивает сознание. Оно, когда износ происходит, оно всего лишь один чирк, и все, он не будет уже принимать. У него от всего знания будет отвращение. Это инстинкт самосохранения психики. убивает Просто, интерес ребенка к естественным да. познанию мира. А поэтому Деградация. сегодня дети не хотят выполнять домашние задания. Ну, ты выше сказал, биозомби. Как бы нам не хотелось признавать, но сегодняшнее состояние образования именно таких и создает. Да, глупцами управлять проще, к сожалению. Знаете, вот такая есть определенный момент в мире души, когда вы духовный поиск делаете, когда глубже и глубже осознание идет, и вы в определенный момент к определенному месту приходите, где все удивительно, все поразительно, и там настолько все парадоксально, но они взаимо существуют между собой, да, как бы, ты просто вот это вот видишь все, вообще ты вот Бог, творец, ты архитектор, ты реальный сценарист, да? Вот главный юморист, главный сценарист это ты, Господь, кто такой, просто ахать и охоть, удивляться. Вчера ты сказал такую фразу, когда люди наиграются в духовность, они увидят Бога. Я думаю, это Да, очень емко. да, это будет. Конечно, цель игры. Пока сыграем ящик, только это же. Нам кажется, это там. Быстро уйдет этот мимолетная жизнь. Очень быстро пройдет. Но у нас есть сегодня такая возможность поменять себя. Вот почему человек сотворен на земле, рожден на земле. Вот, смотрите, в притче говорится, э, когда Бог сотворил душу человека, заметьте, что прежде чем было сотворено тело, миллионы лет назад был сотворен душа человека. Дух, рух, истинная сущность, джан и бунджан, кут. А когда его сотворил Бог, по всему небосводу, по всему принадлежащему царству Бога, пошло такое, Бог сотворил душу, святую душу сотворил Бог. И между планетами пошел спор. На мне будут они жить, на моей поверхности они будут жить. Тело будет с меня сотворено. И мимо пролетая Земля, увидев эти
планеты из гаухара, из бриллианта, там, из алмазов, из гаухара, из таких сверкающих составляющих частиц. Планета гигантская, Земля сказала: да, конечно, конечно, такая великая душа будет жить на вашей поверхности. Неужели вы думаете, на мне такая великая сущность будет жить? Я самый простой из вас. Самый невидимый, там, незаметный, так пролетать. Это момундук кыргызча айтканда. Жөнөкөйлүк, простота. И Бог именно из-за этого качества говорит: я сотворил человека на земле, чтобы именно вот эту вот составляющуюся часть земли освоил человек. То есть нас воспитывать эмоционально, принимать решения и принимать ситуации, и принимать решения, воспринимать. Когда мы только научимся видеть во всем божественное, тогда мы не будем его делить на зло или радость, мы будем это принимать. Как индуизм, очень легко. У них есть карма. Значит, я в прошлой жизни был хорошим, сейчас плохой. Или в прошлой жизни был плохим, сейчас получаю наказание. Легко и просто смиренность. Но ни в коем случае заниматься самообманом. Современная психология Кыргызстана в большинстве случаев проходит путь Российской Федерации. Там погоня за медитациями пошла сейчас. Погоня за йогами пошла. Это нам ничего не даст. В Кыргызстане медитировать, это, знаете, это чуть-чуть глуповато, потому что в шумных странах медитируют, чтобы ощутить нашу природу. Мы находимся в мире природы. Мы в мире природы. Нас окружает мир медитации как бы. Подобное надо, чтобы понимать, надо самому столкнуться и прийти к этому. Когда ты так очень просто, легко, упрощенном виде рассказываешь, люди говорят: ты что-то не рассказываешь или что-то не то. Я хочу мучиться. Пойду-ка я в Гималаи, знаете. Мгм. И уходит в Гималаи, там кто-то в ашрам, кто-то там, вот у этого учителя там миллион последователей, туда пошел там, издалека его вот это увидел, все, рад к этому. Я даже одну женщину знаю, несколько женщин знаю, которые, даже мужчины среди них есть, около 20 человек в Кыргызстане активно занимаются искусством жизни. Путеводитель Шри Рави Шанкар. Да, есть такие. Знаете, я этот путь полностью прошел от и до. Но молчу. Многие школы прошел, но молчу. Иудаизм, многие школы прошел, но молчу. И слушаю, когда они говорят. Знаете, у меня на руках есть такие материалы, исключительно для учителей, эти лекции. Не всем раздаются. И видишь, что им эти лекции не хватает. М. То есть, даже когда ты хвалишь самого Бога, береги, осторожно. Ты можешь как бы добавить туда от себя, да, как бы. Вот когда мы начинаем описывать, добавлять от себя, вот тут идет искажение. Вот тут идет лживые ценности всякие. Если бы мы понимали и трактовали бы в своем первоначальном истинном виде, то мы на сегодня понимали бы вот эти древние священные книги, не утратила бы своей смысл и значения наших узоров, как минимум передавались вот через сказки. Вот, кстати, вот божества, артефакты тоже, которым поклоняются индуизм и буддизм, также, они все делано по матрице, по образу и подобию матрицы, и обожествляя начали поклоняться, вместо того, чтобы получить от него знания. Видите? То есть слепая вера и знание– это огромная разница играет. Если ты слепо веришь, все, ты закрыт, ты веришь и все. А если ты ковыряешь, почему так, там, это что, изучаешь, анализируешь, тогда в тебе пробуждается разум. Ты не пророка или какой-то просветленный чего-то, какой-то, неважно, кто даже, ты этого просветленного не знаешь, если там говорят от имени какого-то просветленного какие-то фразы, ты знаешь, что просветленный такое не мог сказать. Чувак, ты гонишь. Конечно. Ну, знаешь, я тебя полностью поддерживаю в этом вопросе, потому что на сегодняшний день теми психологами, которых ты не очень любишь, ну, есть же настоящие профессионалы, и на сегодняшний день Нет, я выявлено люблю их, пускай делают. некоторых, да,
И смотри, на сегодняшний день уже выявлено 400 видов когнитивных искажений, ловушек ума, разновидностей, У-у-у. представляешь? И в каждом человеке их несколько комбинаций. Представляешь, как далеко люди ушли от своей природы. И вот когда ты рассказывал о том, что наши местные граждане в поисках духовных знаний ссылаются на Индию, тоже мне не совсем откликается. Я в прошлом году провела круглый стол «Динамика и диалектика кыргызского духа». Мы всю жизнь жили на высокогорьях. То есть мы кыргызы, мы думаем, что нам 2000 лет, а гораздо больше. И вот мы почему выбирали самые высокогорные места? Это Алтай, Алато, то есть как бы наши, да, Тengерто, потому что это помогало быть в тонусе, быть ближе к Творцу, ну, самый высоко над уровнем моря, раз. Во-вторых, это помогало тебе не наживаться ненужным, потому что попробуй, живя в высокогорье, таскать там, я не знаю, нужные и ненужные материальные блага. То есть вот такое вот мобильное отношение, да, такой вот быстрость, скорость реакции, вот это вот есть наша номадическая, да, динамика нашего мышления, то, что вот сейчас пробуждается. И кроме того, мне очень нравится то, что находясь в высокогорье, та же индийская прана, да, то есть это высококонцентрированный первичный воздух, да, вот, который исцеляет он же есть в наших горах. То есть нам предки Да, уже все бонусом организовали, они уже жизнь отдали, столько крови было пролито, да. да, Такие у нас есть архетипы, такие уникальные личности. Сейчас в рамках научной работы статью пишу «Путь Манаса через призму «Путь героя», да, то есть классификация Джозефа Кэмпбелла, который говорит о том, что каждый герой имеет 1000 лиц, тысячеликий герой, да, и вот он рассказывает динамику развития его души, что должен быть внешний вызов для того, чтобы, как ты говоришь, сказал выше, с ним произошла вот эта инициация, да, узнавание себя. И все люди ищут себя, находят себя, и самый главный вопрос, а у тебя что, тебя не было? А кто ты был до этого момента? Кем ты был? Биозомби, да, вопрос задаешь. И поэтому действительно мы часто не ценим колдо бар алтындан барқы жоқ дегенде, действительно мы не ценим то, что мы имеем. Все в нас есть, и генетически, эпигенетически, сознанием, да, то, что было до нас, то, что будет после нас. Поэтому абсолютно тому, что ты говоришь, я согласна. Когда я слушаю тему, мне как некий бальзам на душу, да, потребляю. каждая нация сперва должна изучить свою природу, свое общество. Да. А, Мы сегодня видим потерявшие свои фундаментальные национальные составляющие, как приняв определенную религию, потеряв все свое национальное, духовно, культурно, моральное сопровождающие, тотально уничтожаются. Там вышестоящие стоят, определяют, так, они уже превратились в зомби. Все, они на земле не нужны. Останутся только те нации, культуры, которые способны выдавать генетические знания. То есть на них есть надежда. А те, кто массово уже превратились в определенных религиозных фанатиков или в определенных ценностях, которые не будут человечеству давать какие-либо новые открытия или ценности, общий гуманизм, там, не будут уничтожаться. Мы это видим уже. Не буду называть страны, которые бомбят, которые уничтожаются. Но оно к этому приведет. Вот ты принял, что ты раб, ты принял, что ты умрешь, и ты принял, что твоя миссия закончится только в войне, то ты это и получишь. Принимать именно вот, наши предки, ну, к сожалению, им дали ярлык тенрианства и убрали с нашей жизни. Пытаются убрать. Это очень большая ошибка. Это же знания, А, это многовековые да, знания. слияние души и тела, как только происходит слияние души и тела с разумом, следующее это слияние с природой. Природу, не приняв, не поняв, ты на следующий духовный путь не перейдешь. Вот авраамские религии.
рай. Цель и задача попасть в рай. Будешь ли ты попадать в рай, если ты прообраз рая на земле уничтожаешь? Это деревья, это животные, это насекомые, это комары, которые тебя кусают, которых ты травишь. Это жуки, насекомые, которые питаются твоими плодами, яблоками, которые ты уничтожаешь. Тем самым уничтожаешь даже себя. Вот наши все производители растительной сферы, ботаники, там, все, что мы едим, оно уже забито пестицидами всякими, чтобы защитить от насекомых, там, чтобы она не изгнила пораньше. Там. Представляете, все, что мы сегодня делаем, это мы делаем только против себя, хаос создаем. Сейчас вот это экономическая, наша физическая война перешла на торговую войну. Мир ожидает многие перезагрузки. После перезагрузки я надеюсь, что человечество пробудится. Если дальше это же эго пойдет развиваться, то будет открытый хозяин и раб. Все. Это хуже, чем когда-то была рабовладельческой жизнь, что в Европе, что в Америке. Это хуже. Мы к этому идем, мы к этому заходим, к этой сфере. Сейчас время железных занавесов на самом деле. В определенных сферах. Именно духовно-культурные, этические морали, там надо железные занавесы закрыться. Потому что все духовные направляющие, пробуждающие части, они превращают всех людей в оружие, только так осталось. Именно продукт питания, как минимум, ты должен у себя дома, как бы, для своего народа начинать там. Но сейчас торговая война, понимаете, это не даст нам, мы не хозяева своей жизни. Мы не хозяева своего времени. Так дух живет во времени. Для духа не существует времени. Вся наша 60-70 лет жизни, что только мы не успеваем осознавать, пережить за это время. Это всего лишь одно мгновение ока для нашего духа. Настоящий дух, истинная сущность. Не душа, не джан. Джан тоже привязан, душа привязанная сущность, которая как и направляет, нашептывает. Истинная сущность. Тут, рух, настоящий рух. А все остальное это, чтобы описать за рухом, что происходит с рухом. Вот для него нету времени. Вот я в это верю. Это в той религии, которую я согласился принять. Указано, там говорит, рух, когда зашел в мозг, 400 тысяч лет в голове только, в мозгах только ходил. Дух изучал. 400 тысяч лет. Потом открылись глаза. И в глазах только 200 тысяч лет ходил, душа говорит. Вы представляете, пока тело поднял дух, сколько времени прошло? И, когда говорится, Бог создал все за 5 дней, на 6-7 день отдыхал, тут надо другую реальность туда добавлять. Космическое Когда время, Бог... да, какое-то? Да, космическое время указано там. А когда Моисей говорит, о Боже, когда ты сделаешь обещанное, я своему народу рассказал, что грядут подобные ситуации, случаи, а это не происходит. Из-за этого я среди последователей оказался обманщиком, лжецом. И они у меня требуют, когда произойдут все вещи, обещанные тобой. Вот так вам Бог обращается, Бог говорит, все уже запущено. Это неимоверно произойдет. Но в свое время, потому как ты считаешь время, потому как вы считаете время, 1000 лет равняется нашему одному дню. Когда ты разные религии изучаешь, у тебя есть четкая цель и задача поиска, ты знаешь, что искать, ты везде будешь находить детали мозаики. Иначе ты будешь в калейдоскопическом мировоззрении бухты-барахтаться и с целью задачи лишь бы выжить. Да, где-то пикнуть. Я тоже имею такой новый модель, я тоже это имею, я тоже красиво. Пикаешь, но идешь калейдоскопическим это. А когда у тебя мозаическое восприятие мира, когда ты везде видишь единое целое, божественное, ты
скажем так, если ты нашел Бога в себя в сердце, ты не нуждаешься в храмах, ашрамах или мулах, алимах, Конечно. каких-то очень, Посредниках. да, посредников. Что с Богом это посредники не нужны, но нужны учителя. В начале пути нужны учителя. У меня все учителя ушли из жизни, конечно. Другого учителя не нашел. Не всегда держался за определенного человека, за определенного такого ума. Вот. Не знаю, вот, если так рассуждать, будет ли полезно для наших, если кто посмотрит это, я бы сказал, не игнорировать ни одну нацию, культуру, религию, учение, там, не игнорировать, не критиковать, и свою тоже. И когда начинаешь расти, начинать с себя, своей окружающей среды, дерево усиливается с корня, как бы. Вот если там секвойя имеет корень дуба, она давно упала бы, как бы. Корень надо, а потом ветки, цветочки на самом последнем. Нам всегда хочется быстрее плода дать. Вот я 5 лет назад маме обещал: мать, дай мне 4 года. Я за 4 года это все закончу и буду строго работать. Чисто погоня за деньгами, как бы Как нормальный деньгами буду обеспечивать. человек, да? Да, как нормальный человек. И В кавычках. знаете, 4 года просто улетело так быстро, я не успел даже материала собрать. И вот я сейчас в Европе работаю и параллельно пытаюсь как бы это связать. Не успеваю там дети, мать, как бы, как говорится, стрелка там за спиной тоже наши прямые обязанности. Это есть вот Бог говорит, легко меня найти в быту, то есть легко меня найти в пути. Найдешь стакан воды или кусочек хлеба на пропитание, ешь с собой, да? А попробуй меня найти в быту. Да, вот в быту находить Бога и быть в Боге — это сила. Классно. Это, это достоинство. А Это так можно свобода. уйти там. Это свобода Да, ментальная. Да. это осознанный выбор, осознанная свобода. И твоя занятость приносит тебе силу, а не утомление. Мгм. Когда цель и средства не оправдывает там, то есть средства не оправдывают цель, то ты это еще осознаешь, что не нужно за это держаться, да, как бы. Мгм. А то, что я начал, оно, видите, оказалось таким обширным, объемным. Я думал, вкратце Но расскажу, это покажу и все. революционное открытие. Как оно может быть кратце? Люди Да, оказывается, 50 лет это изучают, а ты уже на тысячелетнее финишной знание, прямой. оказывается. Ну, Болсун, Ачылыштар болсун. да, я думаю, наш народ, у нашего народа получится свои колпаки повыше выбросить от радости, что их соотечественник смог, находясь в горах, решить проблему тех, кто отправляет спутники в космос. Кудай буйрса ошондой болсун. Чын дилимен каалайм. Күтөм. Ошондой эле, да, илим ышып калды. Көп мамлекеттер пайдаланат. Кстати, немеге президенттин жанында жүргөн ага да кирип жолугушуп түшүндүрүп айтып деп чыккан бул жөнүндө түшүнүктөрдү, маселелерди. Правда, у меня было мало времени, он сказал, бир жумадан кийин байланышайлы, мен бир жумада уже оказался в Европе, короче. Вот так. И номера поменял этот. Ну, биздин өкмөткө дагы, бийликке дагы аябай чоң таасир пайдасы тиет. Кудайдын көзү Сөзсүз. түз болсун. Дайыма мынтип өзүңдү өзүң мотивация кылып, Кудай колдосун. Мындай орусча Да, айтканда богоугодные цели выполняются быстрее, как будто бы тебя направляют более высшие, более высшие силы. Ошондой болсун. Эми да. кишилер чыгат кетет. Эми это же всего лишь жизнь. Я Анан вот, люди заходят
в Инстаграм деградировать. Вообще задача соцсетей — это развлечение. А мы с тобой ушли такие Я в же сказал, духовные темы. я это не Поэтому, понимаю, как пользоваться. да, Да, не, мне на не все помогали прекрасно. как-то. Это же поток, это мысли, это Да. импульс твоей души. Поэтому давай 5 минут подведем итоги и будем завершать эфир, потому что он у нас продлился. Я думала, час, он уже минут, это 1,5 часа он у нас идет. Но тем не Серьезно. менее, серьезно, 5, как будто бы вот только начали, да? Хоть что-то там было полезное для Ну, ищущих, конечно, для конечно. ищущих всегда будет полезное. Да, а в остальном, кто не ищет, тому и неинтересно, что не пройдет. Того мы не причиняем, никому не причиняем добро. Ну, Да, давай подытожим. учиться, Да. учиться искать знания и первоисточник искать желательно советовал во всем, да. Первоисточник, оно имеет сокровенное состояние, нетронутое состояние, чем нежели пересказанные несколько раз уже знания. Знания надо всегда получать, всегда надо развиваться. Даже если ты осознаешь, что происходит конец света, и у тебя на руках стоит саженец, ты видишь, как земля рушится по частям, но посади саженец на землю. Вот точно так же знание, там, ты видишь, что это знание тебе не нужно. Но чисто ради расширения мировоззрения, кругозора стоит ознакомиться. Элементарно, астрономия, физика, математика, там, хотя бы поверхности, да, они очень нужны, оказывается. Астрофизика, это увлекательно, когда вот, не знаю, я со школьных времен, с детства астрономию любил. Надо увлекаться, увлеченным надо быть. А в мире души там не фанатеть, никого ставить выше другого не надо, там, никого не обожествлять. И быть свободным в одно и то же время и в Боге. Даже от Бога надо быть свободным. Я это серьезно говорю. Даже от Бога надо быть освобожденным. Не то, что там какого-то привязанность к какому-то учителю или к какому-то любви детям, родителям. Даже от Бога надо быть свободным. Настолько. Но в то же время ценности национальные, традиционные, культурные, человеческие максимально надо содержать. То есть это свобода, разум, осознанность, пробуждение приведет к этому. А если эмоционально мы начинаем к чему-либо или к кому-либо привязываться, это уже там, где материальность, там уже нету души. Зависимость. Да? Да, да. Путь души — это умереть до того, как наступит смерть. Освободиться. И отдать настолько максимально больше. Отдать-то ничего не сможем. Упрощать человеческие жизни. Начиная от орудия труда до психики. Упрощать. 5 minutes. Век, от всей души желаю тебе, чтобы твоя книга нашла большее количество читателей на многих языках мира, чтобы твои научные труды, я считаю, это э, ну, не в каждом веку такие труды появляются и Да. защищаются, и самое главное, чтобы они привели к кардинальным изменениям нашего миропонимания, нас, это людей, планеты Земля, чтобы мы сохранили свою Землю, и Да, дай бог. передали детям лучшее, ту землю, в каком виде мы ее приняли, а не в том, в какой ее превращают. И тебе желаю также больше научных работ. И вот это вот драйвер, любопытство для человека, который работает именно в научных познаниях, очень важно, чтобы твое любопытство, вот эта вот любознательность, она всегда мотивировала тебя на поиски новых открытий. Книжечка, наверное, Да, выйдет, тогда можем ее эфир сделать. И я думаю, люди поймут, что Земля не обломки каких-то мусорных скоплений небесных тел, а единый живой, разумный организм, который имеет чувства. Все наши чувства, база идет от Земли. Вот это самое главное.